Ага, ровно настроение. Да, проходит. Очень так, что у нас есть. Вот. Начинаем, да? Начинаем, да. Ну, дорогие, уважаемые коллеги, ну, я прежде всего благодарю за доверие Галину Ивановну, потому что она обслужила прекрасно, так как я хотела, встретила и проводила. Я очень довольна вот этим. Нормально, что я не тратила сил в поисках аудитории. Ну, мы с вами не знакомы, ни один из вас, я уверена, у меня не лечился. Якутия, конечно, лечится и за пределами Якутии. Я работаю, это фитотерапия, я занимаюсь лет 60-70, но открыто как специалист работаю ровно как вот начался рынок. Это год какой был, я даже не вспомню, да, я уже работаю как специалист. В НМПО РЧИМ, предприятие народной медицины, это год, и пошло-поехало. Последнее место работы был Центр традиционной медицины, который на Мерзлотной, маленько знаете. Но его не стало в 2006 году. Я сейчас работаю как бы сама. Ну, я уверена, что здесь присутствуют люди, которые имеют какой-то интерес к траволечению, может быть, какой-то опыт работы, или получали результаты, или наблюдали. Ну, фитотерапия как бы на коне уже почти сейчас особенно. Вот я 33 года работаю с населением Якутии. Но ковид помешал это лето. Вот фитотерапия имеет, на мой взгляд, 5 разделов. Вы готовьтесь задавать вопросы, потому что я могу говорить то сюда, переходить он на манна, да, что вас интересует особенно. Самый простой первый раздел фитотерапии, который делается в любое время года, в зимнее, да, это у нас зимнее с октября по май, с мая по октябрь включительно это полевой сезон, когда собираем траву. И вот зимнее время пропаганда знаний, знаний о лекарственных растениях, средствами любой массовой информации. Это можете и вы делать, и радио, и телевидение, и так далее. Второй раздел, я вот считаю, что сбор фитосырья в полевых условиях, как сказала, с мая по октябрь месяц. На разных участках, да. Работаем, служба не финансирована, и сбор у нас начинается примерно за ботаническим садом, первая вылазка. И первым сырьем, которое мы собираем, являются березовые почки. Из которой потом лист березовый образуется. Это мы делаем сразу после Дня Победы, после 9 мая выходим и собираем вот это сырье. Его и еще где-то 10 растений я отнесла в группу, которую уважительно называю валюта. Валюта, это почти золото высшей пробы, да, равносильно, да. И это вот первое сырье. И где-то человек 5-6, если соберут, то в это время холодно в лесу, темны, еще снежок лежит, да, и на деревьях, и руки мерзнут, и клеится все. Если они соберут около стакана, это будет уникальный результат. Видите, как это собирается, да? Если бы служба была финансирована, мы большой автобус наняли, и человек 100, и причем оплачивали бы хорошо, тогда бы мы собрали достаточно, чтобы сделать сосудоочистительный сбор, куда входят еще 3
растения, да, ромашка, пустырник, зверобой. Ромашка у нас не растет лекарственная, по дачам вообще-то ее можно собрать, да. И этот сбор очищает органы, сосуды и гарантию делает тех, кто перенес инсулин-инфаркт, что на 5 лет почти гарантия. Но это собрать и сделать, и аккуратно пить, это не получается. Ну а дальше мы собираем миргрун, ядовитые растения, представитель лютиковых, прострел желтеющий. Это нормальное название, да, грамотное название. Это ядовитые растения. Сами знаете, наверное, пользовались, да, наружно. Внутренне не применяли, да, но наружно эффектно. По волнам хампах возбужден ожоговый компресс, он набили механизм действия сложно определить, договор отданный. А то, что ожог получился на коже, да, это лечит как обычный ожог. Да. Я это видела еще до того, как медицина работала. Ну а дальше мы собираем толокнянку, охтахакон, или вот толокнянка боровая, известные ягоды. Ну, плохо тем, что это растение растет на земле. Представляете, как собирать? Надо сидеть, и на коленях стоят, да? Или сидеть, и женщинам мы предлагали брать что-то, на чем сидеть. Ну, и отрезаешь эти, а потом работа такая трудоемкая, да, нога и бахреттантаха. А дальше уже следующее сырье, сахасирин, сахалары, урут. Есть проблема того хода наших, моих дедов, ваших прадедов. И у этих почти не было проблем по ЖКТ, потому что в народе вот верят деньги истат, это как у русских квас, вот заходят домой, подают пить квас, а гахаларда будет верят. И вот, ну, один экземпляр просто принесла, это однокомпонентная верохайтамон, это на 3 литра делается, простое, ага. Если наша встреча не ограничится и не будет последней, вот сегодня первой, да, а продолжится, то вы приобретете у меня это и другое вот это. Когда пьют вот это, аккуратно, да, туахкурдук, молочный, туаха майганыр, кымыска братык майганыр, там молоко, кефир, вода и это. И пьют ее аскурдук, не как лекарство. Если это регулярно пили люди, да, делали, то они мне говорили, зиму перешли без обострений болезни ЖКТ, желудочно-кишечного тракта, да. Раньше я даже не понимала значимость. Век живи, век учись и дураком умрешь. Так и относительно меня, да, люди считают, что я что-то знаю или много знаю, ничего подобного, да, это. Это вот Хаигин, и видишь, что ты ничего не знаешь. Надо вот так, надо бы это. Костыдами хватит, чем они верят. Или выбрать что-то и заниматься чем-то. И так все время чему-то учимся. Учит нас и аудитория. Когда я провожу подобные мероприятия по определенным темам в ВУЗах, там задают вопросы разные, а также информация очень интересная. Вот благодаря этой информации от народа она пошла. Не так давно, лет 10-15. Это для, ну, не такой срок, да. Оказалось, что у нас все-таки есть растения, где йод содержится достаточно. И практически сбор называется Вероника плюс 4. И благодаря этому сбору, кто аккуратно лечился, из стентового янда, Энтомиджен избежали операции, а кто продолжает лечиться также, да, это продолжает, а не остановился от того, что им лучше стало. А осенью, весной, то те уже, это, у них проблема железы, это кончилось. И они нормально гормоны и так далее. Пожалуйста, потихонечку готовьте вопросы. Следующий раздел – это
формация, это когда мы собрали травы, да, мешок, ну, допустим, принесли мешок пустырника. Пустырник, ребят, как его, для вас, наверное, просто слышали о нем, просто из него это официальное растение, изученная медицина, его с фармакопеей спиет, да. Принесли целый мешок, оно растет, к счастью, большими кустами, а так и другие мешками сильно не берешь. И мы его это мелко-мелко измельчаем. Мы с травами, которые да, обращаемся так, как вы с луком обращаетесь. Что вы собрали лук, что вы то делаете, то мы делаем с фитосырьем. Я делаю, и моя школа, да, вот это делает. Крбами я беру, раз там брано, всего постороннего. Иногда отмывают, иногда нет. И потом раскидываем вот примерно вот эти 2 стола, а то и больше, если сырья, а то и меньше, да, в коробках. Раскидываем тонким слоем, сушить воздушно, ну, это теневая сушка, чтобы лучи солнца прямо не попадали. В измельченном виде это сушим. Ну и там уменьшается. Сейчас я вам задам вопрос, посмотрим, как ваша интуиция работает. Из скольки килограмм свежих березовых листьев можно получить, просто интуитивно, это не экзамен, 1 килограмм сухих листьев? Минимум 10. А? Минимум 10 килограмм. 10? Да, даже больше. Почти попали. Больше. Да, смотря где какая. Это самое легко собираемое сырье. Во-первых, его много. Во-вторых, тураненку мы делаем. Они 1000 раз по поклонникам делают земные поклоны. Этих поклонов я сделала не знаю сколько тысяч, да? Даже на копейку умножить. Сегодня я дико разбогатела. За каждый поклон. Но я имею от этого вроде здоровья, да, и благодарность это больных. Ну, фармация это сложно уже. Мы делаем сборы однокомпонентные, 3, несчетное число, 5. Это я по литературе интуитивно. Хочет творить, я выбрала девичий лекции, да, наименование. Это читайте, прежде чем продавать это. Вы просто не стесняйтесь. Вот самая такая немножко опасная, и которую боятся лектора, это аудитория сел. Ну вот это мы думаем, как любые кафедрные вопросы. А я по себе знаю, люди учащиеся, интеллигенты, задать вопросы, побаивается. Я тоже так скажу, она не знает этого, как будто не скажет. Я не задаю вопрос, не ухожу. Нужного знания. Там задают вопросы разные. Вот курил, пил, вы говорите там про вредного, у меня там дядя курил, пил и дожил. Так говорят.
говорят, да, что это вы объясните, да. Я говорю, если бы он не курил, он бы еще 20 лет курил, это точно. Потому что я Мечников, вы знаете, да, очень скорбел про то, как человеческая жизнь. Она, человек, да, по его мнению, он великий мыслитель, человек. По его мнению, человек рождается для нормальной жизни 150 лет. Это он нахуй песня. А у нас сократилось примерно наполовину, да, а то и меньше. И, конечно, он главная причина, я раньше не понимала, считаю попутку кишечника. Я как-то не связывала кишечник с сердцем. И когда мы просто говорили сейчас про, называли мозг, сердце, печень, и выбирали, какой из этих 3 органов главнее. Все, что есть у нас, оно нужно. Но один из этих 3, вы скажите, пожалуйста, печень, мозг и сердце. Я ошибалась. Мозг. По Гиппократу печень. Печень, после войны видела, да. Когда вот колени болят, и глаза, да, прямая связь, да, глазами доброта, печень. Печень, вы знаете, возможно, почки через уши, через нос у нас органы дыхания, родовая полость, это же когда амбула через это появляется свои проблемы. Болячки, там, вот, может, я сегодня себе. Оказывается, печень. Вот особенно, когда колени толстые, это печень же не дает этой болевой. До самого амбула. Опасные, да, нуждается в нашем внимании и знаете, если хорошо доктор была, сразу надо заняться печенью. Врач возник, он знает, народная медицина, вы скажете, ну, слава богу, обратите внимание на печень, проверьте ее, пожалуйста, состояние независимости лечения. А если колени, то печень надо заняться. А можно спросить сразу? А? Спросить сразу можно? А связочный аппарат, вот если коленки болят, но связочный аппарат, да? Не сам коленный, а связки болят. Все равно от этого. А? Все равно, если это с травмой не связано. Ну, это врачевание сложное. Это вот лечится. И последнее, самое сложное раздел вот этой физиотерапии, как ни странно, это оказывается реализация сбора. Никто не может продавать эту реализацию. Она дает долг, это все теряется, исчезает. Долг как-то, долг брать, камни под бок кидать. А долги собирать, это в воду идти. Трудно. Где чем дальше человек считает, что он не должен. А ведь это мало, да? Я вот так работала, в 2000 году уже не даю долг, а простил долг от другой всем. Всем простил эти долги. И сейчас это уже, конечно, на банке работает и так далее. Так, вот это детский труд. Так, самый новинка того года. Вот это против ковида, я у него когда-то антиколог назвали, сейчас называют его ушеупрямяющий, сильно хороших управлять руки, когда были случаи, что температура поражения лап, и деревья, вдруг заводит и говорит, я удивилась, да, и это индивидуально, что у меня уже почти норма, я не научился. Это вот где-то второй день исключения. Тут сильнейший травмы, поэтому этот год, слава Богу,
остался, и пока я не могу делать, не буду получать помощь. Пусть вот решает маленький 15 августа. Это симбиоз гриба и возраста, который Андрей Витальевич, вот это, наверное, главное, вот будет присутствовать собрать нижняя сторона грязная, вверх у лишайника. Очень много всяких советов попадает. У меня такая конституция, что даже вахтеры берутся его очищать. Филоватизм, я вот такой пакет даю, очистите, я даю любой этот фитосбор в качестве оплаты. Филоватизм, которые надо эти убирать, холодильники, корочки, графки, а потом уже измельчаешь, а это мембранка, как она назвала, решальник, эффектен, является таким среднесильным антибиотиком, средняя сила антибиотиком и очень эффектен при проблемах желудочно-кишечного тракта и органов дыхания. Для всех, и для детей тоже. Наверное, будете собираться, дать деньги, не забудьте об этом. Вот это тетрадь. Эта тетрадка, я думаю, поле. Это вот историческая тетрадка. С 93-го года кто помогал в поле? Да, там мы для солидности назвали экспедиции. Экспедиция каждого года имеет свое название. Вот первая экспедиция Зверобой называлась. 25-го, 17-го года экспедиция, помню, мы члены экспедиции, назвался Гельман. Это серебряный чемпион, 25-й год. А вот это списки людей, видите, надо пожелтело под изделием, так, вот так. И против каждой фамилии 1, 2, 3 палочки. У кого 3 палочки, 3 раза понадобится, по-любому. Очищать, измельчать, поле собирать. Он получает любой сбор полностью. Среднюю 600 с лишним рублей в месяц. За исключением этого. Это не работает. Это тетради все есть. Последняя экспедиция 21-го у нас называется Ярославия. А почему я назвала Ярославию? Потому что в этом году 200 лет со дня рождения великого русского поэта Ивана Алексеевича Тараса. И в этой Ярославской области я получила очень ценную информацию про час. Я тебе назову. Как вы можете получать очень интересную, да, ценную информацию. Я туда ездила, и как она работает. Она такая. Например, у вас есть кусок чаги, мой кулак, меньше, больше. Если большая раскалываете, да, и где-то банки 700 грамм, литр, это в Ярославле, видимо, лечивается. Это первая женщина, которая не могут неофициальная народная медицина. Она искала пути, и, как говорится, Господь ей послал вот эту чагу. Как ее делать? Ее держат 15 дней. Это в теплой воде. Через 15 дней так только делают. Как питье. Не как лекарство там положено, как у меня написано там 3 стакана, да, или за полчаса. Они просто как питье захотел пить, и у него вкус такой нейтральный, приятный, не как у чая, да. То и пьют, а потом все время добавляет горячую воду. Кто вот постоянно пьет в течение года, да, смотря какие хронические болезни у конкретного человека. Или они проходят, или они уже становятся. Когда обращаются к врачам, исследуются врачи, не знается, так, теперь я покажу вам все-таки
Лекарство номер один. Вот травы пути я в целом называю Божьей аптекой. Там она переписывала. Например, на севере шиповник похожий, представитель древних папоротников обратно, но вот лечится как панацея. Мне иногда достается на нас. Если деньги есть, я покупаю еду, тоже говорят, если бы не это, как бы мы жили. Жители правильно делали. Кто-нибудь есть правильно делали? Но лекарство номер один в мире, я убеждена, потому что много лет с ним работаю, является мобильным. Вот это 20-граммовая с республики, я выписываю на уровне по почте. Регулирую, снабжаю подробными данными по 19 диагнозам. И применяю киргизия, плохо, киргиз доставлял, он мне сказал, не то аспирин, не то откуда. Сказал, что там после 40 лет, кто бы ты ни был, здоровый, болен, кем-то, да, начинают пить по одной дозе регулярно вот этого иммунитета. И этим они поддерживают это, поднимают свой иммунитет. Вот сейчас надо у нее пить. Откуда угодно и у меня вот это будет, по сути. Маленькая стоит 537, 50. Вот это одно 20-граммовое, на одну семью или 4 человека хватает на год. Отдыхает экономная катастрофа. Она хватается. Люди, добывающие, работают как альпинисты, срываются, и человеческие жертвы каждый день есть. И дальше прорабатывается очень сложно. Я это не буду говорить. Но в этом у нее примерно 60 элементов таблицы Менделеева. Вот у вас не хватает, ну просто это должно. Не уверена, что угадала, да? Например, не хватает элемента сера. Окей, тогда образуется, вот как только поступают недостающие химические элементы в организм, которые от нашего стола, от пищи нашей, да, мало элементов, около 20 миллионов считается, ходит, а у нее например, какие-то, сразу происходит синтез гормонов, ферментов, обмен веществ начинает идти на полную катушку. Утилизируются клетки больные, старые, и синтезируются даже старые виды, которые сломали руку, а травматолог ожидает, что долго-долго, я помню первую, я ее 15 дней дожила, она и внутрь пила, и втирала. А врач удивился, человек казах, как быстро зажила. Ну, у меня, я говорю, не говорите, хирургический сухого. Пусть влюбляются очень. Дали бы мог попробовать, дали бы даже случай, хотя бы через месяц или сразу, случайно у нее руку потом гарантия, что эпилепсии не будет. После этого у ребят вообще такое чудесное, как бы его аналитическое, но не правда, как сказать, при них нельзя пить это медикамента. Чисто вот она проходит. Если надо подключиться медикаментами, то вы прекращаете траволечение и это. Нужно, допустим, неделю, 10 дней, может 5, а потом приступаете к траву, вместе контакта. А вот это еще, ну, у тебя есть антигапарат. Хоть чем, хоть химия человека, любое лечение, да. И оно только дополняет, усиливает физическое. Получается, можно все время не переставая. Да, пока я есть, да, пока я жива, пока я работаю, да, и шаграфия не может перевести. А потом я это не вечно, и в конце концов траву, вот это лето,
за чрезмерные запахи, задумление, не то людей, не то болезнь, человек и животные, да, и многое не выросло. Организм работали только на дачах, но Бог не приезжает. Кроме вот этого траволечения, да, врачевание этим не ограничивается. Я и сама лечусь, и другим предлагаю. Подобные курсовки, там вот так пишется, потом собираем это, набор текста идет, это, а потом отселиваем и это, вот, распространяем. Информация, да. Очень богатая информация. Вся информация, у меня ее очень много. Я тут взяла только Совета народного свидетеля о укреплении иммунитета. Это вот три, это, раньше я, значит, это отдавала народному свидетелю. А потом один целитель посмотрел и говорит, там не делайте, это не обязательно. Он говорит, это иногда даже сильнее трав бывает, информация богатая, да. Вы, говорит, маленько и на этом зарабатываете, как бы, да. Маленький, но заработок. И поэтому я цены сделала этим, да. Вот первое, например, аннотация, она без там. А таких у меня про кунжут, про прополис, про эти, ревматоидные болезни. И все эта информация проверена практикой врачевания. Не с потолка взята, не с интернета, где что попало. Полезно это, нужно или нет. Поэтому проверена практикой врачевания. Поэтому этому можно верить, убирать. Просто я выстрел вот скажу, например, я это сирец, которыми я пользуюсь, и рекомендую другим. АСД, ветеринарное лекарство, которое спасло тысячи больных. Ветеринарная аптека. Лошадиный герпес. Это когда на прием идете, да, и вы возьмете аннотацию, идете, там уже более подробные, прямо такие отпечатанные, такие активные тексты, которые вы на досуге, а потом, если ваша проблема. Так, пластырь не надо. Кунжут, вот, остеопороз устраняет кунжут. Я его вписываю в серию посадок. Почта надо лежать. И тоже на каком языке подробно написано. И то, что в литературе есть, то, что я сама наработала. Кунжут, он кальций. Благодаря, если кто употребляет кунжут регулярно, это семена такие. А у меня даже подобная информация. Серия для здоровых людей, для больных, как используется. Все есть, да. И его добавлять, да, если бы было много, полмешка продуктов в одном, да, как-то средняя, или завал ее, а тут нет, а сколько ты там, да, без трав, даже когда было это, как это добавляли, и кальций из кунжута, присутствие магния и кремния идет прямо туда, куда надо, в кости. Они из аптечных препаратов кладутся солью, иногда мочеками. Аптечные препараты без соли. Сами знаете. Не покупать аптеку. Так, йод, перекись водорода. Вот постоянно пользуемся. Йод я как пользуюсь? Например, профилактика выпуска, да, и там, да. Ну, колено, много если, да. Крупу колено делаем. Вот этой палочкой, ты думаешь, что не больше, что бывает, да. И это, вокруг колена круг делаешь, в середине крестик. Это будет слепой, что и там везде горошек постоянно. Это колено так, каждый вечер. И йодом можно определять с 7 до 9 вечера, когда работает это щитовидная, он на просветку тут рисунок делаете тоже на руке. И наблюдайте, как этот просвет исчезнет. Если быстро исчезает, у вас недостаток йода. Это почти 90. Очень хорошо это
простая валериана. Все говорили, потому что мы с вами увидимся. Да? Он хотел увидеться. Валериана это обыкновенная настойка спиртовая, да. Бутылочка продается. Правда, сейчас она немного крупная становится. Я же как прибавку была типа, как собака, например, консерву открыла, она понюхала и виновато посмотрела. Ну, нельзя это есть, а мы не любим. Ну, и так я тоже привыкла, работая интенсивно, сразу надо узнавать, да. А валерианы как вот, плохо спится, нервные шейки. Спокойно, и переписи выживают. Обмазывайте ноги, вот это вот. Третий вот это, за ушами, уши прямо пальчиком, сзади шею. И какие-то места. Регулярно делать не надо, то же самое про повесть, эти аппараты не буду говорить. Овес, информацию у меня тоже было. Лошадиный овес. Можно найти. У меня очень богатая, которая отпечатана есть информация, где говорится, как при панкреатите, при бронхите, при этих проблемах использовать овес конкретно. Так, вопросов нет. Вопрос можно задать пока? Скажите, пожалуйста, как вы относитесь, используете ли вы, применяете ли вы при сушке трав вот эти вот шкафы, которые сейчас продаются, или вы сушите всегда травы, естественно? Для сушки, да? Да, для сушки. Вот сейчас продают готовые шкафы же, да, такие. Применяете ли вы и как к ним относитесь? Или все-таки в естественных условиях больше сушите? Я отношусь, ну каких ругателей, что делать, да? Пространство я не бывает, где сушить. Все-таки воздушно, теневая эта сушка, она идеальна. А вот в шкафах происходит распад при выстроении. И шкафов, где распад, после такой заводки не то, чем ну, как эксклюзив, телевидение всегда выше, да, и как бы я относился вот тут ваннажак быстро разборы, антитоксические, быстро. Вот это у кого что, блин, 99 стоит, кто как это, можете приобрести у меня вот несколько, 5 информаций, есть список. Во-первых, лекции есть, а лекции я выбрала такие. Их у меня очень много фразиров, я 9 выбрала. Потому как люди делают. Зеленая аптека в нашем доме делена. Это предложение там собрать. Например, даже обыкновенные, вот сейчас в декабре года, обыкновенные веточки сосны. Уж это не проблема собрать. Ветеринары зимой ветеринары зарядили медицину, использование лекарственных средств. Определить, почему-то у них не они, когда телята начинают плохо чувствовать, прямо зимой по снегу подламывают эти ветки сосны, там, где она растет, да, и не говоря, у нас нету лаборатории, нету этих приспособлений, просто это на глаз, посмотрели на страту, и сделали питье, и телятам это, и сохраняют поголовье, из 10 8 сохраняется уже, вместо 2-3, прям баллон, и человек, вот, я говорю, даже в парке, за парком, где вы вот соберите для себя хотя бы веточки сосны. И жалко, что сейчас чай-то заваривают не в заварниках, а в эти штуки, которые бумага не становится. Ну вот на эти газовые. А когда чай мы заваривали, да, то
Это как на две короткие веточки постоянно сосны гладили, а вместе тянет. Так же, как тягу, якутский народ использует делать помнил, да? Очень разумно используют. Там алкоголь камень делают. И постоянно там находится. И профилактика другого. Чай пьют и попадает в состав чая, попадает в состав из веток сосны. И это профилактика, да, вот ветки сосны, это профилактика инфекции. Очищение ощущение организма деятельного года. Касается старше 40 лет, больные, поставили глазами, больше людей умирает по статистике от переедания. От переедания чем от полуголодного существования. Голодать в это время организм съедается. Потом тему профилактика и лечения иммунных заболеваний. Тоже этим, как я поняла, как тяжелое это. Самое главное, наверное, это укрепление иммунитета, быть здоровым, долговечным, чтобы человек был долго и был здоров при этом. А не так, что зашел, а тебе столько лет, что ты хочешь? Не болит, что ли? Я хочу здоровый до конца. Ходить, видеть, нормально питаться. Человек вечен. Укреплять иммунитет из трав лесной чай. Прекрасный. Летом мы делали экскурсии. Я показывала все мягко действующие растения, называла книга, я бы нам рана, вот это лесной чай, бальзатырный объясняет, это ветки деревьев, и то, что растет в лесу, помните, красивые действующие. И это все перемешивали в одно время, вот, и коробку такую делали, обычные коробки из продуктов. Семья собрала вот так, и сходили, собирали, пришли, заменили шоу, и оттуда было 5 человек, значит, на 5 стаканов без расчета полная столовая ложка. Чаем можно, каждый вечер чай. Вот такие семьи, которые это сделали, когда мы попали в эпидемию, это пережили год без простудных болезней жизни, избежали. Это уже показатель, что наш лес нас может поднять иммунитет еще как. Вместе с ними спасти. Только надо не лениться, а у меня зовут, как это делает. Я как говорю, хахалу, станты из кого-то. То, что уже я как вот, умный труд, это как вот это получится. Это уже я как бы разжевала и молодца сумма. А человек уже даже продолжить вот так, сделать вот так. Кролик на 3 дня делается, на 3 дня без одного пакета на 3 дня, что делают. И то людям верят. Идет номер 1 верит. Или отживет, да. Или часто бронхит, у меня бери это 6 попил, беспокоящие симптомы прошли, еще люди даже неохота, да, трудно его увидеть. Где-то из 20, наверное, 1-2 человека встречаются, которые как-то серьезно слушаются и стараются до конца. Хотя бы месяц, а месяца это мало. Чтобы какой-то сдвиг получился, сильный, 3 месяца надо. Самый орган, угадайте, самый благодарный орган, не практиков, это печень. Она так быстро, так множественно делит обушечные отношения. Плюс еще воздушные инфекции постоянно. И тепло поддерживают. Она быстро,
А вот самый Паван говорил, войду лечится это почки, чтобы вылечить ее нефрит от полгода до 2 родителей. Во-первых, состояние, и так далее. Да? Вот просто обыкновенная пишма, кибортабилет. На цветном бульгаре пишма обыкновенная, желтые эти, знаете, ну, такое растение в этом году на вот это обыкновенная пишма оказалась в долгом употреблении побеждает рак. И конкретные данные есть. Люди спаслись от рака одной пишмой, рака гениталий, легких и желудка. В журнале физкультуры спорт был. Конкретный человек, и его история, как он лечился, как от него все отказались. Все отправили дома. Там статистика будет. И человек вот каким-то этим пишмонидом напал еще потом раз встречали на улице и шрапаются. Это видно. Вы что, живы, да? И все гениально слово. До того просто, что не доверили. Почему? Можно вопрос? Экскурсия. Фаина. Мы это, во-первых, это доживем, и живем, вот это конфликт, доживем до лета, я вам дам это свои эти, да. Другим условиям. Обычно бывает, почему им искренне говорят, а когда это где-то какие-то сидели, добавился под средним. Конечно, если вы найдете время для вас, когда там начинается коммуникация, отпуска, я охотно Это июль месяц был. охотно говорю, мать я использую как раб. Для меня каждый человек это потенциальная очередь. Вы от меня наведете славу. Что называется растение, наконец. Некоторые пустой звук. Часть растений вы знаете, если листочки, да, там. Напишите наши древесные, уставные древесные. Мне кажется, что-то напишите, когда вы такие видите. Ну, маловато было. А так, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вы меня не коровы. Знаем, вот это растет около. На видео знаем, но не знаем его названия научного. Народное, может, знает, да. Народное русское есть название, народное и русское тоже. И есть научное название. Белорусское. Но это не так, и заключаем нашу встречу. Хорошо, была последняя была, вы уже любой из вас сейчас, получив мою визитку, имеет право со своими проблемами позвонить мне. Ну, например, обращается человек, я говорю, назовите проблему. Я думаю, где-то минуту, не больше, да. Определяю, могу ли я этой проблеме помочь. Потом я уже говорю то, что надо, и информацию, и само лекарство, и перемену работы. То же самое сугу созвонит, да, бабушку, и называю сумму, которая нужна, чтобы купить это, да. А потом человек городской ко мне прямо приходит, и городской человек для того, чтобы отправить вот всего, иметь некогда. То бабушка там дает, мама, тетя дает команду. Она нравилась команда, хочу и поэтому будет городскую, я говорю, что в лаборатории. Все куда, по мясу, по комедии, ну, вообще вкусы, хоть вкус да. Но не покупается на хлеб, сахар и масло. А идет это медленно, трудовой вопль
узок и длинен. Пустотки атаковые головки, шлеп и короток. И бахтах четвероков. А этот идет на хлеб, дает за деньги, на хлеб с маслом. То есть непонятно, да, могут ли приходить люди, могут ли чего. Ну, я выручила как диалог качества, и ни одной жалобы не было, да. Вот не была жалоба только на Волокнянку, Пощину, мы заменили Лужниковой. Почти не было жалоб, что меня его отбрали. А вот маленькие дети, которых мама лечила травками, потом он вылечился, забыл, он опять заболел, прошло 2-3 года. Мама, ну, сначала лечит врача, педиатра, да, там, таблетка, а ребенок уже интуитивно берет, что трава лучше таблетка. И вдруг говорит: мама, ты когда брала, вот я маленький был, травку, колотку, течь там, как называют, да. Ну, давай мне травки. И мама вспоминает, ну, что ладно, я знаю, интересно. Работает дверь, и раздается звонок. У меня там дочка лечилась, я говорю, я жила, я работаю, продолжаю работать с помощью. И, пожалуйста, через 2 дня приходите. И ребенок охотно придет, он приятный, волосками, выздоравливает. Ну, такие случаи. Вот этот список девочки, видите, тетрадь, что когда забрано, какого числа был, какой осина будет бедная. Какое есть, появляется какое-то растение, называется какое-то. И смотрим фильмы движения. Ну, интересует целое. Вера, наверное, вот есть. Сколько что это растение лучше. Все наши растения. Я сама ездила лет 60 назад. Не училась. Ездила с этим кулем, который серого цвета мешок. Никто его не помнит. Сейчас белый красивый. Наше право. Растение длится, это там институт. И сейчас он есть. И там, в общем, забегали такое же, так что каждое наше растение обладало высокой медико-биологического интереса, на мышах, кроликах, всяких. Очень сильная активность, но их особенно сильно поразило, она где-то 32 вида полыни. У нас участков много, да. И вот фотовенерия, артемизия кучика, полыни гудская. Фотовенерия, которая обладает многими предметами. Это вот полыни называют чернозлые, что обыкновенная останавливает. А там полыни, да, обладает около человека растет. Вы видели такого? Видите, как свыше Творец знает, что человек ленится. И чтобы он лечился травмой, травму прямо во дворе начинает расти. Заболел на сердце, появляется пустыня. По травмам, которые растут во дворе, можно диагноз сказать. Если у вас один сердечник есть, один полный заболевание, это кишечника, ну, вот запросто. И в природе растут те травы больше, которые зимой будут выглядеть болезни чаще. И у нас ну, хочется сказать, что на травах понятно слова. Работа слишком трудоемкая, но голодать не будете. Это такое, да. Еще муж так вот право, я вот. Ну что, в аптеках красиво посылок, я видела, там видела, да. Это как бы сметана
из магазина. Мама видела, говорит, такая сметана, которую я прямо хозяйка видела, из температуры, и дала мне купить новый банк. 19 штук. Понятно. Чистейший, какой есть зеленый, мы всегда просто. Давайте соглашайтесь. Ну, спасибо за внимание. Визиточки, да? Да. Ну, вот деньги, а потом До свидания.
Она семинар Будет потом, после карты. Я думаю, 300 рублей. Сегодня 5 часов на тело 25. Постоянно. Тоже приходится.